Лето уже не за горами, а значит скоро долгожданные школьные каникулы. И многие родители уже задумываются, как организовать своим детям полноценный отдых. И стоит ли отправлять ребенка в летний лагерь. Я выяснил плюсы и минусы такого времяпровождения. А стоит ли отправлять детей в летний лагерь? Обязательно. Это такая жизненная ситуация, когда дети остаются одни, и они могут самостоятельно выбирать себе, и как делать, что делать, с кем дружить. В общем, они в этом учатся. Это все равно, что для взрослых армейская подготовка. Я считаю, стоит отправлять. Там все-таки у нас в нашей больно-то таких достопримечательных мест нету для детей, а в школьном лагере, я считаю, и развитие общее, и в таком оздоровительном лагере тоже, думаю, неплохо. Дети все-таки немножко будут и развиваться, и под присмотром будут находиться. Обязательно стоит отправлять, потому что дети приучаются к самостоятельности, приучаются быть, как-то обходиться без родителей, находят новых знакомых, друзей, это обязательно. И родители приучают себя обходиться, да, без детей как-то обходиться, чтобы не скучать без них. Ой, я бабуля, даже не могу сказать. Ну, я думаю, что стоит, конечно, хотя бы на месяц, чтобы отдохнули от школы, от всех своих учебных забот. Я думаю, стоит, потому что у меня дочь каждый год ездила и в космонавт, ездила и в звездный ездила. Я думаю, стоит. Дети очень хорошо отдыхают там, нравится ей. Конечно, чем они там будут, они там заняты, и там с ними их руководят, там они и танцуют, и поют. И мне кажется, что это стоит отправлять их в лагеря. Они там много нового это узнают. Так что я думаю, что стоит. Обязательно. А как же? Они там себе набирают навыки и так далее, и так далее. А как же? Обязательно. Я за. Обязательно. Почему бы нет? Они хоть там развиваться будут, они в городе мотаться. Как вы считаете, с какого возраста можно отправлять детей в летние лагеря? Ну, я думаю, лето даже с 10 можно. Некоторые дети взрослеют пораньше, можно и с 9. Но с 10 это можно. С 1 класса. Это каждый, наверное, индивидуально. Ребенок сам должен еще выразить согласие. Насильно, конечно, не стоит. Предварительно с ребенком обсудить. Это с каждым индивидуально. Я считаю, со школьного возраста. Мы отправляли после 3 класса, но после 3 класса еще рановато, мне кажется. Она домой хотела, говорила, зачем ты меня отправила. Я думаю, после 5 класса самый раз. Как в школу пошел, как самостоятельно становится. Ну, я думаю, со школьного возраста. Вот после 7 лет, я думаю, что уже дети, они как-то могут общаться друг с другом. 1 класс, конечно, еще рановато, мне кажется, с класса 3. С малых лет. Мое желание, думаю, так. Ну, с 1 класса это еще рано, они глупые. Ну, где-то, наверное, с 3 класса надо отправлять. Они уже поумнее, вырастут. Вот побольше будут. С класса с 3-4, наверное. Чего опасаетесь, отправляя ребенка в летний лагерь? Какие трудности могут возникнуть? Ну, трудности много, конечно, бывает. А опасаемся чего? Ну, каждый родитель опасается того, что могут не досмотреть за ребенком, что-то с ним случится. Каждый ребенок индивидуально, может он заболеть, может какие-то, скажем, есть трудности с здоровьем у ребенка. Ну, чтобы следили просто, самое главное. Какие могут быть? Чтобы воспитатели за ними следили, не хулиганили. Ну, чтобы дома дети не находились одни. Все-таки у нас, я считаю, в городе мало таких мест достопримечательных. Поэтому надо отправлять. Опасаюсь того, что там иногда могут заводиться у детей вши. Вот это вот бывает. Только лишь это. А так они там развиваются лучше, чем они дома бегают или там у компьютера сидят. Я ничего не опасалась. Только от того, чтобы не заболел. И все. Ну, чтоб за ним строго следили.
обязательно под контролем вожатых. Обязательно это, чтобы они из глаз не выпускать. Потому что сейчас такое время, телевизоры, там передачи, все это с малых лет портят. Я так думаю, чтобы контроль, еще раз контроль. Не подружиться с другими детьми, конфликты будут. Только это. Могут различными болезнями заразиться ребенок. Я думаю, а так опасностей нет. Там вожатые работают с ними, воспитатели очень хорошо работают, питание очень хорошее. Ну, что опасаюсь? Наверное, как все родители, чтобы ребенок не заболел. Если лагерь нормальный, что за ним описаться? За ним присмотр постоянный там. То есть он постоянно на глазах, так что описаться нечего. Я боюсь, потеряться могут они, прогуляться выйдут, так болеть могут, заболеют еще. Что дает ребенку поездка в летний лагерь? Общение в первом случае. То есть там и новые друзья будут, если его не здесь в городе, может, и не будет, то там хоть с детьми пообщается, какие-то он там, может, развлечения, может, что-то как хобби начнет новое собирать, что-нибудь такое. Впечатление. Самое главное впечатление, мне кажется. Летний лагерь дает ребенку оздоровление, воспитание. Ну и я считаю, наверное, необходимо отправлять. Отдых, здоровье. Ну, какой-то больше все равно дает, наверное. Воспитание дает, наверное. Они веселиться любят все равно. Им же интересно в лагере. Но не все любят. У меня свой сын никогда не любил в лагерь ходить. Много новых впечатлений узнает, которых нет дома. Но это отдых, укрепляют здоровье, отдыхают, общаются, общение еще самое главное, с ровесниками общаются, учатся общаться, играют, весело проводят время, одним словом. Ну, там он занимается, играет. У меня вот внук, он сейчас 8 класс пойдет, он у меня 2-й раз туда уже поедет. Дает, наверное, отдыхает, новые впечатления, эмоции, друзья новые. Много чего, много чего. Это тоже от ребенка зависит. Да, сколько он себе возьмет положительных эмоций. Не будет ли он скучать, будет ли он активно включаться в жизнь лагеря. Я думаю, учатся самостоятельности, организованности, могут сами за собой ухаживать, обслуживать, чистить зубки по утрам, заправлять постель, но самое главное – дружить. Ну, летний лагерь дает, я думаю, что большего развития. Ну, вот там они спортом занимаются. Я думаю, что это неплохо. Это, конечно, дарит воспитание хорошее, ум, развитие. Более развитые будут, чем где-нибудь гулять там на улице. Я думаю, да, это дает возможность быть хорошим человеком. В одной популярной песне поется, что лето – это маленькая жизнь. Для детворы эти слова – девиз летних каникул. Это неудивительно, ведь за лето дети проживают маленькую жизнь, наполненную разными интересными событиями. Летние каникулы – это своеобразный мостик между завершившимся учебным годом и предстоящим, и они уже скоро. С вами был Ларионов Иван. До скорых встреч в эфире.